Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, сейчас эфир начнется. Ну все, я в эфире. Ассаламу алейкум. Масей Расир Дикер. Всех приветствую. Рад снова быть в эфире. Ва алейкум салам, нох чинох. Короче говоря, всем заранее скопом. Ва алейкум салам. Нохчи из Германии, Машволь, Аслан, Делир, Саламаш, Шалхиль. Так, Ичкери Лайф, ва алейкум салам, Аслан. Асланбек Тутаев, ва алейкум салам. Ты Варшава, Тел Варшава. Салам алейкум, Ашву, ва алейкум салам. Бродяга 06 Инг, ва алейкум салам. Мокшуё, Рамзат Магомед. Дикудал Бухастов. Так, Донже, за пунктуальность 5 с минусом тебе. У меня ровно 21:00. И эфир запустился. Так, у меня эхо, да, говорит Ичкерия Лайф? Так, скажите, у всех ли эхо? Или только у Ичкерии Лайф эхо? Так, леди 1974, Машвор Аслан Бей и все остальные, как здоровье драгоценное. Маша Алхиль, здоровье отлично, дал Бухас, там все хорошо, спасибо. Аскер, ассаламу алейкум, мои чеченские братья, рад видеть вас, Асан. Ва алейкум салам, брат. Чечня не Россия. Аслан, а ты пришел свободным? Да, Чечня не Россия. Я абсолютно свободен. Я живу в свободной стране. Государство минимально вмешивается в мою личную жизнь и в случае необходимости оказывает мне всякую посильную помощь. Я, конечно, могу выражать свою точку зрения, не нарушать права других людей, и, соответственно, мои права здесь также защищены. Коррупция здесь минимальная, я ее никогда не видел, но допускаю, что она есть, да, как в любом обществе. Ну, так, коррупции здесь нет. Так, Ичкерила, основном все нормально, я перепутал, эхо было у меня. Все отлично, Ичкерила, отлично. Хамзат Кило, Сих, Сердце Махечу Аснан, как будто бы в соседний город ездил. До Варшавы 850 километров. Это как бы не расстояние, было ждать. Так, Рамзан Магомед, Аслан, у тебя все нормально, звук тоже. Все отлично, Рамзат. Чину алейкум салам раматулла, Аслан говорит. Машу, Чину. Бола ма бом, Чину, хавац, арииши ацерам. Лан ин, беркати бол халб, делрейс хил лан ин. Норд-Ост не смотрится на фоне, говорит. Да, я сегодня вообще-то всем алейкум салам и всем ассалам алейкум, и всех я рад приветствовать, всех своих подписчиков, друзей и зрителей. Я сегодня хотел на самом деле полностью посвятить разбор сегодняшней темы вот, по Норд-Осту. Сегодня 27 лет, сегодня 17 лет годовщина захвата театрального ДК на Дубровке, в момент, когда там проходил мюзикл Норд-Ост, и Россия очередной раз пролила реки крови своих граждан и граждан нашей страны. Ну и не только там были граждане нашей страны, там были люди, которые пришли потребовать остановить геноцид Чеченской Республики. Я хотел бы начать вот с этого, потом сегодня, как мы знаем, вчера вот гуляет это видео, как путинские чиновники в Чечне пытают
унижают, запугивают людей, какое отношение имеет, даже показывая кадры, вот это ЧГТРК Грозный, российский канал оккупированной Ичкерии, они не задаются вопросом, почему мэр города, да, как они его называют, занимается расследованием каких-то мошенников, там, каких-то должников, там, ну еще ладно, должники-то, может, там мэр хочет так отличиться, но мошенников, преступников, как они называют, да, хотя мы знаем, что веры им нет никакой. Если они говорят мошенники, то, скорее всего, это люди абсолютно кристально чистые люди. Но мы об этом поговорим позже, поэтому я разделю на две части наш стрим. И сегодня начну с того, чтобы я хотел поговорить о захвате вот Норд-Оста. В 2002 году, 26, 25, сейчас, одну минутку, 23 октября и через 3 дня, 26 октября, была развязка. Был штурм Норд-Оста. Да, я сперва расскажу про факты, которые там были, для того, чтобы потом я это вырежу, и это будет отдельным роликом, чтобы у нас было представление о том, что там произошло, как это произошло, и чтобы вот пропаганду, которую на протяжении этих 17 лет по этому поводу российские пропагандисты ведут, ну, чтобы ее можно было чем-то крыть, чтобы всегда можно было сослаться на это видео. Итак, в 2002 году, 23 октября, группа из 35 человек, 18 мужчин и 17 женщин, большинству которых захватчиков было от 20 до 23 лет, самому старшему было 42 года. Вооруженные чеченские бойцы во главе с Мовсаром Бараевым захватили и удерживали в заложниках работников театра, зрителей, ну и там актерский состав. Далее мы знаем по расследованию общественной организации Норд-Ост, что погибло российских граждан 174 человека. Также погибли все захватчики школы, все 35 женщин и мужчин. Раненые более 700 человек. Раненые, чтобы было понятно, о чем речь, они отравились газом, который применил террорист Путин и его банда. Все, кто принимал участие, сегодня я их тоже назову, этих людей. Некоторые до сих пор здравствуют, некоторые здравствуют очень неплохо, наворовав еще миллиардные состояния в западных странах. Заложников было около 1000 человек. Но предшествовало всему этому чуть-чуть отходящие от официальной российской оккупационной версии события предшествовали. Для придания антизападной формы вот этому действию, вот этому акту террористическому, захвату заложников, был взорван автомобиль у здания Макдональдса, у кафе или ресторан быстрого питания, как его называли. Взрыв произошел 19 октября. Тогда погиб один человек, один молодой человек, 17 лет. Для чего это делалось? Для того, чтобы заранее те, кто захватят вот это здание, уже ассоциировались с Западом как противниками американского образа жизни, американских, ну, всего западного. Именно для этого был произведен этот взрыв. Затем разыгран был спектакль, и было как бы
обезврежено еще 2 автомобиля, в котором была взрывчатка и так далее. Зная это, что Россия будет пытаться исказить замысел, да, и попытается сделать так, чтобы Запад отвернулся от нас, Басаев, Шамиль Басаев, который дал добро с его слов на эту операцию, сказал, в случае, если после захвата этого здания, вот этого театра, будут там иностранцы, они там, скорее всего, будут, это центр, это культурное мероприятие, и там очень часто бывают и туристы, и просто иностранцы, которые проживают в Москве, которых очень много, кстати, проживает в Москве. Басаев приказал Маусару Бараеву выпустить немедленно, как только произойдет захват театрального центра, выпустить всех иностранцев, всех не россиян. Но выпустить так, чтобы машина посольства подъехала прямо к выходу от театрального центра на Дубровке. Вот за моей спиной как раз этот сам театр. И чтобы лично передать представителю посольства определенного государства данного гражданина. Это делалось для того, чтобы, зная, что русские их убьют или могут убить, чтобы это потом не взвалили на тех, кто захватил вот это здание. И благодаря этому в этом обвинить не смогли. Хотя наверняка планы у КГБшников такие были. Также мы хорошо знаем, что эту операцию организовывали спецслужбы России. В частности, в том числе аппарат президента России, непосредственно Сурков. И непосредственно контакты с Сурковым имел один из террористов, захватчиков, Тиркибаев. Сейчас. Ханпаш Тиркибаев. О том, что Ханпаш Тиркибаев является кротом, и он спровоцировал этот террористический акт, захват этого мюзикла, этого театрального центра, под контролем спецслужб. Тиркибаев предлагал посильную помощь. Многих фактов мы, конечно, не знаем, мы можем только предполагать некоторые вещи, но есть факты, которые достоверно известны. Благодаря Александру Литвиненко, который был убит радиоактивным полонием, да, в Лондоне, бывшим ФСБшником, из своей организации, он же и был убит. Также информацию добыла Анна Политковская, которая также была убита на день рождения Путина в городе Москве. Исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день, можно утверждать, что единственное требование захватчиков — это была остановка геноцида в Чеченской Республике Ичкерия. Далее было судебное разбирательство. Ни один из захватчиков не выжил. Все они были убиты уже в бессознательном состоянии после того, как отравили газом российские спецслужбы. Зашла группа, как описывала их Анна Политковская, с повязками, с белыми повязками на руке. И они добивали всех захватчиков. В основном всем были произведены выстрелы в голову. И женщинам, и мужчинам. Также мы можем смело утверждать, что взрывного устройства в этих бочках не было, вот в этих бомбах. Да, это были такие маленькие газовые баллоны.
и в них взрывного устройства не было. Так как газ, который запустили российские спецслужбы, он не моментально действовал, и нажать взрыватель достаточно было там, не то что там секунд, доли секунд, да, чтобы это все привести в действие. И поэтому здесь две версии. Или спецслужбы приготовили и дали им эти взрывчатые вещества, эти бомбы, либо захватчики не намеревались взрывать, как и в Беслане не были произведены взрывы. Также мы знаем, как в Беслане до того, как захват произошел в школы в Беслане, Владимир Ходов, который был агентом российских спецслужб и затем перешел на сторону чеченских спецслужб и являлся двойным агентом, для того, чтобы войти в доверие к Шамилю Басаеву, Ходову тогда предложили взорвать рынок в Владикавказе и еще пару террористических актов. Так как Басаев сказал, что он передай своим, что, этим КГБшникам, что он не верит словам, а верит делам. И после этого ФСБшники ничего другого не придумали, как взрывать осетин. Причем эти ФСБшники и эти спецслужбы отвечали за безопасность именно в Северной Осетии. Вот они же проводили террористические акты. Мы этому не удивляемся, мы прекрасно знаем, как работают российские спецслужбы, не говоря уже о том, как они работали еще во времена НКВД, КГБ, сейчас ФСБ, как они в 1999 году готовили войну в Чечне, как они взрывали дома в Буйнакске, Москве, Волгодонске, где они убили 307 своих же граждан, в основном женщин и детей. Точно так же они убивали в Беслане для того, чтобы войти в доверие к Басаеву. И точно так же произошел террористический акт, как перед Макдональдсом, да, был взрыв и убийство одного человека, и затем захват. Делалось это заранее подготовленными. Это здание было выбрано специально, заранее подготовлено для того, чтобы в него пустили газ. Газ поступал с подвального помещения, он был без запаха, без цвета. И люди понимали, что им становится плохо только уже после того, как уже начинали терять сознание. Далее мы знаем, что спецслужбы полностью курировали, только исходя из материалов дела, которые имеются, можно утверждать, что там был крот. И, конечно же, этот крот был Теркибаев. О нем сообщил Александр Литвиненко Ющенкову. После этого депутат Ющенков был убит. Далее было расследование. Дело дошло до Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ установил, что действия смертоносной силы со стороны спецслужб газа в сочетании с неэффективностью спасательной операции стали основными причинами гибели заложников. ЕСПЧ также установил, что российское следствие не расследовало очевидные факты, что также, кстати говоря, подтверждает причастность данной организации, российских спецслужб, которые обязаны по Конституции, по закону защищать граждан. Они взрывают своих же граждан, топят их, жгут напалмом из огнеметов, травят газом, и все, что можно сделать, они делают со своими гражданами. Представьте, что они делают с теми, кого они оккупируют. ЕСПЧ также установил, что российское следствие не расследовало очевидные факты халатности должностных лиц, членов оперативного штаба, отвечающих за общую координацию действий по спасению заложников. ЕСПЧ обязал российские власти провести эффективное расследование и представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. В деле Норд-Оста есть две большие тайны: формула газа и состав членов оперативного штаба по проведению контртеррористической операции и освобождению заложников.
формулу газа российское правительство категорически отказалось раскрыть даже в Европейском суде. Почему отказалось российское правительство от раскрытия? Потому что этот газ был запрещен Международной конвенцией. Его нельзя применять ни против террористов, ни против своих граждан. В основном граждане Российской Федерации погибли от этого газа, как я уже говорил ранее. Но Анной Политковской удалось установить список, не полный, конечно, список, но вполне достаточный для возбуждения дела. И им в этом помогали далеко не рядовые участники тех событий. Я сейчас зачитаю этот список, и эти лица должны быть рано или поздно быть привлечены. Так как в этом деле, это касается, там погибли наши граждане, и как гражданин Ичкерии, я считаю, что мы также вправе требовать, как и россияне, наказания всех виновных за эти действия. Первым был начальником штаба, оперативного штаба, был генерал Проничев, заместитель директора ФСБ Российской Федерации, получивший звание Героя России за Норд-Ост. В силовой блок штаба также входили заместитель директора ФСБ Анисимов, В. Анисимов и заместитель директора ФСБ А. Тихонов, заместители министра МВД А. Чекалин и В. Васильев, тот самый, который сейчас возглавляет Дагестан. Руководитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД А. Овчинников и его заместитель Ю. Демидов. Начальник УФСБ по Москве и Московской области В. Захаров. Администрация президента была представлена членом оперативного штаба Сергеем Естержемским, который отчитывался перед Александром Волошиным. В штабе Волошин не появлялся, но руку на пульсе, по свидетельствам очевидцев, держал. Перед ним отчитывался даже генерал Проничев. К Волошину ездили почти все политики и депутаты Госдумы, которые участвовали в переговорах с захватчиками. Особо надо отметить, что в переговорах участвовали только гражданские лица или бывшие военные, такие как Рустам Аушев и входивший в штаб Асламбек Аслаханов. Членом штаба являлся депутат Госдумы от Москвы Валерий Драгонов. Он входил в так называемый гражданский штаб или штаб Москвы. Возглавлял этот штаб мэр Москвы, мегавор и преступник, пособник геноцида в Чеченской Республике Ичкерия Юрий Лужков. Членами штаба были руководитель ГУВД Москвы Пронин, а также все руководители департаментов московского правительства, в частности, руководитель департамента здравоохранения Сельцовский. Вот неполный список тех, кто виновен в гибели более 200 человек и более 700 получивших ранения. Я бы хотел рассказать по поводу теперь Ханкаша Тиркибаева. Этот человек был какое-то время пресс-секретарем Масхадова, там где-то отирался и имел доверие какое-то. И вот этот человек совершил вот такую подлость. Он, неизвестно, по разным данным, говорят, что он находился в Норд-Осте, потом покинул его, а говорят, что его вообще там не было. Но факт остается фактом, что Тиркибаев начал давать показания. Видимо, Тиркибаева могли использовать в темную, или он испугался ответственности и начал об этом говорить. В частности, он общался с Анной Степановной Политковской, которая очень много у него узнала и собиралась и дальше расследовать это дело, но была убита. Тиркибаев также был убит, как попал в автокатастрофу. Это стандартная такая ликвидация неугодных. Но в это время, в момент захвата ШКО, этого театрального центра, Тиркибаев ушел оттуда. Был ли он там или нет, но если он был, то он ушел оттуда. Есть информация, что он там тоже находился, потом залез на крышу, подал сигнал,
и был эвакуирован своими кураторами. Про Теркибаева пишет Литвиненко. Я передал Ющенкову, депутату Государственной Думы, который занимался расследованием, установочные данные. Также хотел бы сказать, что Ющенков занимался расследованием взрыва в 1999 году. В 1999 году взрыва домов, да, которые провели также спецслужбы ФСБ под руководством Патрушева, на тот момент директора ФСБ. Ну, по прямому приказу Путина и его банды. Я передал Ющенкову установочные данные Теркибаева, и он собирался проверить информацию по возвращению в Москву. Я убежден, что с ним расправились за это расследование, заявил Литвиненко. Теркибаев, как говорится в пресс-релизе, специализировался как крот на внедрение в роли провокатора в среду чеченских воинов. Он начал работать на ФСБ в качестве журналиста на Грозненском телевидении. В конце 2000 года Теркибаев работал в пресс-службе президента Чеченской Республики Ичкерия. В начале 2001 года по заданию российских спецслужб он перешел в один из отрядов чеченского сопротивления. По информации Литвиненко, в настоящее время Теркибаев находится в окружении Малика Сайдуллаева, промосковского чеченского лидера близкого к спецслужбам. Это имеется в виду на тот период времени, когда Теркибаев еще был жив. Об этом говорил Литвиненко. Далее. Теркибаев сопровождал спецпредставителя президента России Дмитрия Рогозина во время сессии ПАСЕ в Страсбурге 31 марта в качестве представителя чеченской общественности, отмечается в заявлении Литвиненко. По сведениям же чеченских спецслужб, Теркибаев является резидентом ФСБ в Баку и собирал информацию о представителях президента ЧРИ за рубежом, а также специализировался на распространении дезинформации в среде чеченских беженцев и дискредитации чеченского сопротивления. По заданию спецслужб Российской Федерации агент Теркибаев не раз выезжал в страны Ближнего Востока для сбора информации о посланниках президента в этих странах и их деятельности. По возвращении из Дубая он должен был переправить в Москву документы и атрибуты чеченского парламента, а также видео и аудиозаписи с обращениями и заявлениями президента Чеченской Республики Ичкерия. Все они хранились на явочной квартире освобожденного президентом ЧРИ от обязанности, исполняющего обязанности председателя парламента ЧРИ, национал-предателя Тимирова Исы, который еще в прошлом месяце перешел на сторону оккупантов. Попытка вывоза документов и провокационные материалы, собранные Теркибаевым, были успешно пресечены спецслужбами ЧРИ. Это все из прессы. Далее, по поводу Индербиева. Наш президент, экс-президент Зелимхан Индербиев был убит в Катаре. Перед тем, как его убить, он был внесен в список террористов. В список террористов его, как обычно, обманным путем Россия внесла в этот список, а Запад, как обычно, послушался, последовал не духу и слову закона, а было достаточно только слова закона, то есть буквы закона. И ни в коем случае не акцентируя внимание на смысл закона, который вкладывает в закон законодатель. Теркибаев, как это произошло? Индербиева связали с захватчиками школы театрального центра на Дубровке и сказали, что это он организовал. Хотя это абсолютная ложь. Теркибаев, как это было сделано? Теркибаев позвонил Индербиеву и очень спешно сказал буквально следующее. Зелимха, это говорит Ханпаш Теркибаев, прошу срочно позвонить по этому телефону. И продиктовав номер телефона, отключил связь. Зелимхан знал Теркибаева, но не знал всей его сути. Являясь осведомителем российских спецслужб, Теркибаев, пользуясь чеченской беспечностью, пробрался в окружение высшего политического руководства ЧРИ. К сожалению, Зелимхан этого не знал, поэтому сразу же набрал полученный номер телефона. На другом конце ответили по-чеченски, и Зелимхан спросил: «Вы кто?» «Шумильшду», ответил Маусар Бараев и объяснил ситуацию. Поняв, что произошло, Зелимха
просил никого не убивать, не трогать, и что гуманное отношение к заложникам может повлиять на ситуацию в положительном смысле. Просил отпустить женщин и детей, и что сам постарается прибыть в Москву, если официальная Россия даст такую возможность и гарантии. Бараев был полностью согласен. Кстати, позже, когда Зелимха пытался еще раз дозвониться до Бараева, телефон в Москве уже не отвечал. Буквально сразу же после этого разговора Зелимха написал соответствующее письмо на имя российского посла в Катаре, и оно для передачи было вручено лично российскому консулу в Катаре Максиму Максимову, однако ответа не последовало. Его не могло быть, поскольку цель российских спецслужб была достигнута. Яндарбиев звонил террористам, был с ними на связи, имел беседу. Позже, когда российская сторона настаивала на включении Зелимхана Яндарбиева в список международных террористов, именно манипуляции с искажением его диалога с Бараевым и явилась для Совета Безопасности ООН ключевым для удовлетворения требований России. Я не беру во внимание еще и то обстоятельство, что в дополнение к этому основному факту были приложены как веские доказательства призывы ко всеобщей борьбе с террористическими силами, противостоящими исламскому миру. Этот последний факт явился для Совета Безопасности ООН как бы косвенным подтверждением к российской версии. Далее мы все знаем, что произошел штурм. Сперва штурмом это нельзя назвать. Сперва был пущен газ, и когда все уже отключились, туда вошла группа ликвидаторов и просто убила людей, которые находились в беспомощном, бессознательном состоянии, что также является преступлением. Еще что можно ответить по этому поводу? Это не первый террористический акт, совершенный российскими спецслужбами, это не последний террористический акт, не последнее массовое убийство, которое совершала Россия и совершит как на своей территории, так и на других странах. Потому что других методов воздействия на общественное мнение и удержания власти и тех миллиардов, которые они похитили у своих же граждан, других методов у них нет. Они не знают, и им отступать некуда. Далее я бы хотел перейти, да, эта тема очень обширная. Еще есть очень интересный момент. Анна Политковская заходила туда, она писала об этом. Это я не буду зачитывать, очень интересно, в «Новой газете» она писала, вы можете посмотреть об этом, прочитать, как ее диалог с Абубакаром, одним из лидеров группы захватчиков. И с ней зашел Леонид Рошаль, детский врач. И когда Анна Политковская пыталась выпросить, выудить у Абубакара заложников, хоть одного, двоих, троих детей, женщин, кого-нибудь, как-нибудь им помочь, задерживалась, не хотела уходить оттуда. В этот момент уже доктор, бросив женщину, скрылся. Герой Леонид Рошаль собрал информацию необходимую, показал, что он не такой трус, что может войти, но не хватило духа до конца досидеть. И он скрылся. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать по этому поводу. Давайте перейдем к нашей сегодняшней теме, которая касается тех событий, которые разворачиваются на наших глазах прямо сейчас, во временно оккупированной нашей стране. Так, вы тут много написали, я все это отвечать не буду, смотреть не буду. Мартира Карл. Первым, кто объявили, что Чечня внутреннее дело России, это Каддафи, Саддам Хусейн и Лукашенко в 1994 году. Да, эти так называемые арабские страны не сделали десятой части то, что сделали не арабские и не мусульманские страны.
Конечно же, нам помогали и переживали, и молились за нас все люди, всех национальностей, всех религий. Но вот на государственном уровне помощь, увы, нам оказали только вот немусульманские страны, такие как, например, Соединенные Штаты, Германия, Франция, Бельгия и так далее, и так далее. Так что Так что вот такие вот дела. Давайте поговорим о том видео, которое гуляет по, по WhatsApp, в интернете, как мерзавец, подонок, Ислам Кадыров, преступник Ислам Кадыров, издевается над женщинами, над мужчинами, над людьми, которые ему приводят в кабинет. Вся эта каша завернута, завернулась, развернулась, эти все события связаны с тем, что на Кадырова готовилось покушение. Было ли это отравление, как говорит «Новая газета» и Елена Милашина в «Новой газете», или это было просто там попытка какого-то свержения его. Но мы знаем, что если бы Кадыров остался живых, то Путин как бы ставку на него сделал. И Путин бы как бы его не сдал бы, пока он ему нужен. Да, это его такой смертник, которому пошлет бой. Правда, я уверен, он в этом, Путин, жестоко ошибается. Как только дело коснется непосредственно применения уже своей жизни отдать, этот человек, как когда-то перешел на сторону, хотя на этой стороне он и не был, но некоторые из его окружения, предавшие своих соратников, да, называясь когда-то своими друзьями, соратниками, перейдет и бросит и Путина тоже. Но пока Путин надеется, ну пускай надеется. Поэтому я так считаю, что его не сдаст Путин, а раз его не сдаст, значит его надо убрать. И только физическая ликвидация Кадырова могла способствовать смене вот, власти, да, гауляйтерской, да, пауки в банке сменили бы на других, загрыз бы один паук другого. Все началось с того, что был задержан, все началось с того, что большая волна поднялась, да, в том числе очень сильно тут начали говорить, что Кадыров плохой, все его преступления начали показывать, рассказывать так и так далее, не имея достаточных доказательств, но как-то пытались на Кадырова наехать. Кадыров и его банда все прекрасно поняли и начали искать среди своего окружения угрозу. Угрозу выявили. Им оказался мэр Аргуна Ибрагим Тимирханов. По слухам, опять же, да, по неподтвержденной пока информации, мэр Аргуна, так называемый мэр Аргуна, российский чиновник, забит до смерти. На его территории, у него большая, несколько гектаров там, земля, которую он захватил. На этой территории найдено 6 тел, ранее убитых вот этим так называемым мэром и его сподручными. Так как так называемого мэра Аргуна уже не вернуть, как-то надо будет, а это человек российских спецслужб, и есть основания полагать, что это человек военных кругов, и руководили им ГРУшники, и им нужен какой-то ответ, что стало с этим человеком. Тимирбаев он остан, да, Нох через Германию, спасибо, что мне подсказал, да, Ибрагим Тимирбаев. И одному из родственников убитых Тимирбаевым Ибрагимом и погребенным на своей территории, на доме, да, усадьба, и вот на этой территории вот эти тела, одному из погребенных, родственников одному из погребенных, предложили взять это на себя и в качестве кровной мести, что вот он его убил. И вот мы, наверное, скоро узнаем фамилию этого человека, который, скорее всего, будет осужден самым честным, справедливым судом в мире
во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия чеченским судом, так называемым чеченским судом. И, скорее всего, развязка может пойти вот по такому направлению. Ну, после моего заявления может что-то может измениться. Попытаются переиграть. Но другого выбора у них нет. Или они его убили, или дали кому-то из родственников свести кровную месть, так называемую кровную месть, за убийство своих родственников. По другим, ну, далее есть еще информация, что вот эти 6 тел, которые найдены на территории дома, прилегающего к дому территории его земли, 6 тел, это далеко не последняя цифра, там речь может идти о десятках, а может быть и сотнях тел погребенных, убитых вот этим преступником, который служил России. Но вот случилось то, что случилось. Что-то пошло не так. И когда был задержан этот Темирбаев, ну вот этот мэр Темирбаев, мэр, так называемый мэр Аргуна, он сдал всю цепочку. Вся цепочка тянулась от министра МЧС, замминистра МВД. Ну вот и вот то же самое в этот круг ходил Ислам Кадыров. Ислам Кадыров нам известен следующим образом. Ну, кроме того, что там он когда-то в Москве играл в плешке Counter-Strike и не учился, тем он, когда там приезжал в Москву в игровом зале. А еще он известен тем, что он был куратором агента ГРУ, проживающего в городе Вена, Австрия, по кличке Абу Хамза. Этот Абу Хамза был заслан в Европу с целью контроля, сбора информации и провокаций среди мусульман, среди нашей молодежи, среди наших людей, которые более сильно, открыто, подчеркнуто придерживаются исламских традиций, исламских принципов и правил. Он был задержан, арестован, и его Венский суд приговорил, сейчас он находится в местах лишения свободы, за участие в организации «Имарат Кавказ». На суде открылись очень любопытные факты, да. Вначале как бы человека задерживают за то, что он такой борец, ярый борец с оккупационным российским режимом. Но на суде выяснились подробности. У Абу Хамзы был куратором тот самый Ислам Кадыров. Ислам Кадыров и Ахмед Читаев — это два человека, которые вот Абу Хамза и Ахмед Читаев, по словам сказанным, которые имеются в материалах дела Венского суда, эти люди курировались Исламом Кадыровым. На интеллектуальный уровень Ислама Кадырова понятно, что Ислам Кадыров это только было передаточное звено. И вот Ислам Кадыров потерял в Европе своего подчеркнутого мусульманина. Человека, который так клялся Аллахом, так сильно говорил за религию, так сильно боролся против, на словах, конечно же, против российской оккупации, что очень много молодых людей, поверив ему, поехали воевать в Сирию, что вот это очень надо, что вот он там гарантирует, и отправлял людей в Сирию, тем самым сбивая молодежь, да, молодых людей, сбивая с этого пути и введя их в заблуждение. Также Абу Хамза признался, что он был одним из тех, это делалось в надежде, как мы это понимаем, надежде на то, что российские спецслужбы и российские посольства, банд-притон
посольство Российской Федерации в Вене заступится за него и его вытащат. Но это была слишком мелкая сошка, чтобы за него кто-то впрягался. Вот он рассказал, что вот 11 наших ребят, которые погибли в Грузии в столкновении с грузинским спецназом, были организованы именно вот этим Абу Хамзой. Ну вот, все, что надо знать об Исламе Кадырове. Далее, Ислам Кадыров засвечен нам на экранах вот этого российского пропагандистского канала ЧГТРК Грозный. И нам рассказывают, что вот он со своими операторами вот это все снимал. По моим данным, которые я получил из непосредственно из уже бывшего, правда, сотрудника ЧГТРК, что эти видеосъемки по пыткам, по запугиванию, оскорблению, унижению людей, эти съемки делаются на всех. Вот именно для такого случая, как вот настоящий момент, который произошел, когда Кадырову нужно человека уже слить. До этого он это открыто говорит: я буду убивать тебя, я бьет током людей. И мы опять же знаем, что это только, как бы это сказать, это даже не 1% того, что там происходит. Представьте, что происходит не в кабинете мэра, так называемого мэра оккупированного Джохара, бывшего Грозного, а в подвалах МВД, в подвалах ФСБ, в секретных тюрьмах разных вот этих бандитских группировок. И вы все сотрудники, которые меня увидят, вы знаете, что там происходит. Прекрасно знаете. И вы все преступники, потому что вы являетесь... Даже тот, кто просто стоит на шлагбауме и открывает шлагбаум, опускает. Вы соучастники этих преступлений. И вы будете нести за это ответственность. И перед людьми, и перед Богом. Даже если кому-то удастся из вас уйти от ответственности, и об этом не станет известно следствию, то вам не избежать наказания Божьего. И вот этот человек открыто, сегодня мы получили, я как-то сказал в прошлом своем стриме, что Кадыров мудро поступил. Я ошибся, я извиняюсь. Да, он, конечно же, не поступил мудро, даже вот этим опубликовал это видео, он нам дал очень полезную информацию, и мы увидели, да, сегодня я показывал немцам эту видеозапись, как мэр Грозного пытает женщину электрошокером. И первый вопрос, который мне задали, был: почему он дает это снимать, почему это он делает? Но я, конечно же, как и сейчас вам, объяснил, что это делается для того, чтобы они были под контролем и контролировались Кадыровым. Эти люди, конечно же, по локоть, по горло, по макушку в крови, и им терять уже нечего, да. Они будут вот так по одному исчезать, и мы будем узнавать новое что-то об этих бандитах и террористах. Вот, в принципе, вот такая вот ситуация, которая сегодня сложилась в Чечне во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И вот мы видим российскую административную власть. И Кадыров, который сейчас возмущается, что вот Ислам Кадыров, там вот у него там психологические какие-то отклонения там и так далее. Так вот, Рамзан Кадыров сам непосредственно лично принимал участие и принимает в определенных случаях лично участие в пытках, избиениях людей. Точно так же лорд по кличке Лорд принимает участие в этом деле. Это Тимур Даудов, сейчас уже ставший Магомедом Даудовым. Также братья Демельхановы много раз инсценировали попытку там нападения на них, убивали людей просто так. Это все и известно. И сейчас в Чечне об этом много кто знает, знают все. Просто сейчас чеченцы находятся в заложниках. И пока чеченский народ не освободится от бандитского российского присутствия на территории своей страны, никогда чеченцы не смогут
свободно, честно разобраться в этом во всем. И поэтому мир, который когда-то лицемерно отвернулся от чеченцев, сейчас должен вернуться и осудить тех чиновников, которые тогда принимали решения. Сейчас, когда угроза уже не только для чеченцев, но уже для всего западного мира, для всего. И это не пустые слова и не просто голословные утверждения. Это факты, которые каждодневно происходят, как на территории Великобритании, так и на территории Германии и других стран, и будут еще происходить. И мы ответственно заявляем, на территории Германии, в частности, и в целом Европейского Союза будут продолжены убийства. На территории Германии и других стран Европейского Союза готовятся убийства. У нас есть достоверные факты по этому поводу. Готовятся провокации. И также не исключено убийство не только одного, двоих, троих лиц, но может производиться террористический акт использования как радикалов, так и исламских радикалов для того, чтобы дискредитировать власть Меркель, для того, чтобы правые подняли свой рейтинг в этом плане и признали, что, например, в частности, то, что касается Германии, Меркель и ее правительство не справляются со своими обязательствами. Это все, что пока я вам могу рассказать. Далее будет еще много что интересного. Сейчас я немного почитаю ваши вопросы и ваши пожелания. Мурат Мурзаев, ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам. Представь себе такую ситуацию. Вот решил ты поехать в Чечню, и как только ты подлетаешь в Грозный, тебя сразу же упакуют. Конечно, меня сразу же упакуют. Привет всем, говорит, добрая 05. Привет, добрая 05. Лариса Ткаченко, то, что творится в Чечне, караул. Да, это можно и так, таким словом обозначить. Анзор Рено, горстка отважных бойцов чеченского сопротивления сумела дать отпор огромной ядерной державе. И продолжаем его давать в силу наших возможностей. Пока мы не признали поражение, мы не проиграли. А мы никогда не признаем наше поражение, так как мы победители в этом бою, в этой войне. И мы выиграем эту войну рано или поздно. России придется убраться с нашей земли. А всех виновных мы обязательно привлечем к ответственности. Инша Аллах, дал муллах. Мартира Кар, Ислама Кадырова в школе сильно унижали, стопроцентная информация. Вот он отрывался на людях, любит лирику, иногда может позволить кокс с алкоголем на «вы». Да, да по нему видно, что он наркоман. Так. Егор Федорович, приветствие Кавказской конфедерации от Украины. Приветствую, спасибо, Егор Федорович, приветствуем, Украина. А как найти Абу Хамза? Это ли не брат Умарова? Нет, это не брат Умарова, это у меня на другом канале есть видео о нем, когда вот радио Машу об этом делал ролики, и я постил у себя. Вы можете спокойно найти информацию. Вена, Абу Хамза, суд, наберите вот эти 3 слова, и у вас всплывет информация об этом преступнике. Так. Кинг Шульц. Мухаммад погиб при штурме в Грузии из Мавийц. Мавийцян говорит. Суна, я говорю только то, что сказал на суде вот этот Абу Хамза. Конечно же, я не знаю, если тем более погиб. Я не знал, что он погиб, если честно. Если он погиб, конечно, я не знаю, как он погиб, почему погиб. И если он не был в этом замешан, а этот Абу Хамза врал на суде, то я приношу свои извинения. Так, поехали дальше.
Эренс. Аслан Абу Хамза это брат Доки Умара? Нет, это не брат Доки Умарова. Того фамилия Ибрагимов. Аслан, только дурак не согласится с тобой, говорит Мартир Акаров. Ногчи из Германии. Так, давайте не будем отвлекаться от наших тем. Чечня не Россия. Абу Хамза Бош, Цагазер, Австрия, Хирмаш Беш, Ногчи, Иош, Лилш, Геру, Беллохил, из Гучель, Антига, Чуайол, Щу, говорит Чечня не Россия. Да, это фраг, это правда. Он знал вот эти азы ислама и очень много рассказывал про это. И мы должны быть очень осторожны, чеченцы. Я вам это говорю не потому, что мне хочется кого-то обидеть, кого-то задеть. Я хочу донести до вас, что против нас используются люди, что против нас работа ведется, постоянно ведется. Если против нас работа не велась, у нас бы много было бы вещей, которые мы уже сделали. Да у нас и войны бы уже не было бы. Мы бы давно бы выкинули бы этих преступников. Ведется и будет вестись до тех пор, пока Российская Федерация, империя зла, лжи, обмана не перестанет существовать. И все народы этой страны справедливо пока не получат независимость и свободу. Все, кто захотят жить отдельно, должны жить от России отдельно. Это право всех народов. Оно прописано в международных в уставе ООН. Это основное право людей. И не имеет права никто, никому отказывать в этом праве. И до тех пор, пока Россия существует, это будет продолжаться. Так, поехали. Я перемотаю, здесь много у вас вопросов, так что извините, братцы и дамы. Харлам Варламов. Ислам это лайтовая версия тех, кто еще работает и пытает намного страшнее. Да, это ужас, что происходит, конечно же. Да, кстати, очень важный момент, на который, опять же, ЧГТРК Грозный не обратил внимания. Ислам Кадыров занимается вот этими своими преступными действиями на камеру в присутствии брата одного из бандитов по кличке Патриот Абузаида Висмурадова. Брата зовут Абушейх Висмурадов. Вот этот брат говорит, что Абушейх Висмурадов говорит, что он все время, круглые сутки, еще есть записи 5-летней давности, когда этот Ислам Кадыров был так называемым мэром Грозного. Он говорит, мы все время вместе. Значит, все эти преступления они совершают вместе. Они друг друга координируют, дополняют и контролируют. Почему-то не привлекается брат Абузаида Висмурадова. Тоже было бы интересно, если ЧГТРК Грозный написал заявление по поводу своих видео, которые они снимали, и у них хранились они в архиве. Теперь они решили им дать ход. Раз вы дали ход, на себя вы заявление писать не будете, что вы соучастники этого бандитизма. Но я надеюсь, Ислам Кадыров на суде скажет, кто был оператором, кто снимал, да, от вас это. Очень на это надеюсь, да, Ислам будет защищаться, наверное, в суде. И, конечно же, брат Абузаида Висмурадова по кличке Патриот, матерого убийцы и бандита, Абушейх Висмурадов, также был рядом с этим все время, как он сам об этом говорит, с Ислам Кадыровым. Поэтому я думаю, что надо на него тоже заявление написать. И всех, кто находился и попал в кадр. Там еще есть такие молодые мерзавцы, которые, видимо, решили себе на машину заработать таким образом. Хамзат Килу, это видео с исламом можно показывать как доказательство здесь, в Европе? Как думаешь? Я не только думаю, я абсолютно уверен и необходимости это делать. Это надо показывать всем. Это надо переводить на все языки и показывать, что это не кадыровский. Он в том-то и дело, вот в том вот наша ошибка. Как бы он, и фамилия у него Кадыров, и представляется он кадыровский, но он не кадыровский. Как выяснилось уже позже, он работает на ГРУ или на другие спецслужбы, как и Кадыров работает на службе. У Кадырова нет своих. Все вот этот путь Ахмада Кадырова, это путь Владимира Ильича Ленина, который там спускался с КГБ, и надо было эту линию гнуть.
уберут завтра путь Кадырова, и там путь Алаудинова это будет, то же самое это будет. Поэтому это российский чиновник, это русский чиновник, это человек работает на Россию, выполняет все, что говорит Россия, и преследует интересы России, получает зарплату из бюджета России, носит российскую символику, это абсолютно российский чиновник. И это надо всем показывать, об этом надо кричать днем и ночью, говорить и кричать. Я призываю переводить на языки разные и распространять эту информацию. Конечно же, это очень важно. И объяснять, почему вот этот недалекого ума, так называемый мэр Грозного, давал себя снимать. Это делалось для того, чтобы был компромат на этого человека, чтобы он не посмел дернуться. Как бы это делалось для того, чтобы показать Кадырову, покажи, как ты работаешь, и присылали журналисты. И он показывал на камеру это все. И как бы это должно храниться у Кадырова, и Кадыров никому это не покажет. И как бы это хранилось в нужном месте вот до определенного времени. Нужное время настало, и мы, общественность, увидели, что происходит в закрытом путинском вот этом клоповнике. Так. Аскер, Чечня первый, кто вырвется из лап России. Это будет конец России, это будет скоро. Да алмула, Аскер, да алмула. Лунный свет. В Норвегии был небольшой митинг перед посольством России против захвата ею чужих земель. Да, я смотрел сегодня в прямом эфире Фархата, блогера, кстати. Подписывайтесь на блогера Фархата и на других украинских блогеров, которые занимаются большой пласт работы, большой груз несут на своих плечах. Это очень важно. В силу своих возможностей мы должны доносить правду. Мы должны всячески сопротивляться этой пропаганде, этой лжи, этому обману. И я видел, там был представитель Чеченской республики Ичкерия в экзиле в Норвегии Ахмед Гисаев. Играл гимн Ичкерии. Спасибо огромное всем, кто там присутствовал. Ахмеду Гисаеву отдельное спасибо. Это правозащитник. Очень наш хороший брат и соратник. Так. Аргун Басентинов. Ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум салам, Казахстан. Фриман. Путин создал в Чечне Северную Корею. Территорию, где полностью отсутствует право, где пытки и убийства населения являются обыденным делом. Да, совершенно верно. И имея опыт убийства и вот этой тирании, которая у них имеется в огромном количестве, они всячески умеют скрывать эти следы. И вот они нагло могут вам рассказывать, что это самый спокойный регион в мире. Там Кадыров может днем и ночью рассказывать. А его мэр, которого он назначил исполнять, хотя, опять же, его назначил не Кадыров. Да, Кадыров подписал этот закон, и там говорили, чуть ли не избирался этот Ислам Кадыров на этот пост. На самом деле, только по рекомендации определенных кругов, там, ФСБ, администрации президента России, ФСБ по Чеченской Республике, только с их согласования, только так может назначаться любой маломальский большой этот. Даже небольшие должности, это может быть кто угодно, да, без разрешения ФСБ, без проверки этого человека никто на эти должности не назначается. Вообще, даже в налоговую какую-нибудь, на какое-нибудь хлебное место. Арслан Тимиров. Ассаламу алейкум из Дагестана. Ва алейкум салам, Дагестан. Ва алейкум салам, Арслан. Хамзат Кило. Аслан, это видео с ислам можно? Да, можно. Мурат Мурзаев. Аслан, кого ты видишь президентом Ичкерии? Президентом Ичкерии я вижу того, кого изберет его величество народ. У нас есть такие кандидатуры. И я даже называл одну кандидатуру тут, но я не хочу больше называть и больше других имен называть, потому что это чревато просто. Ну, и так за нас уже объявлена
сумма там уже и так далее, но не хотелось бы называть. Да, конечно, есть, но я называть не буду никого. Так, друзья, я опять перемотаю, потому что у меня еще есть там кое-что обсудить. Так, Тойзан, хей, лайк ставить не забывайте. Уверяю вас, это не трудно. Да, кстати говоря, всех, вот сколько нас, 800 человек смотрит, а лайков, сейчас мы посмотрим. 803 человек смотрит, 823 уже человек смотрит, а лайков 163. Ребята, 170, во, пошло дело. Надо просто напомнить, я сам иногда забываю. Вот, молодцы, это же не сложно. Зато видео выходит в топ, больше увидят у нас. У нас нет миллиардов, как у ЧГТРК Грозный, там у первого, второго российского канала, как у российских бандитов. Но у нас есть возможность и энтузиазм доносить правду. Истина, ее легко говорить. Да? Очень трудно отстаивать несправедливость, очень трудно отстаивать ложь. Но истину очень легко отстаивать, потому что она истина. Она хоть справа, хоть слева, хоть сверху, хоть куда ни, как ни подойди к ней, это истина. Поэтому нам легко, мы говорим правду. Это канал реалити, и мы говорим реальные вещи. Так, Лондон, Париж. Аслан, а кто видел, что их всех наказали каким-то образом? Там ведь не только Ислам Кадыров, там их целая секта шайтан в воздухе. Ты кого имеешь в виду? Кого наказали? Лондон, Париж. Ислама Кадырова, ну, это вот идет расследование кадыровской банды, попытки свержения. Это далеко пойдет, если это на этом не закончится. Конечно же, можно попробовать там спустить на тормоза, но все, кто причастен непосредственно, да, к попытке свержению, отравлению, убийству Кадырова, они понесут наказание. Сейчас в Москве там до Вовы не до царька дойдет, он сейчас там примет решение и скажет, ну как так, я ставлю людей, тут такое. И возможно появятся какие-нибудь люди, у которых полетят погоны, а может мы об этом даже не узнаем, в КГБшных кругах, в ФСБшных кругах, на что мы тоже будем рассчитывать и будем внимательно следить. И еще раз хотел бы сказать, я желаю обеим сторонам успеха, удачи в этом нелегком их деле. Так, давайте поехали дальше. Ну что у нас там? Опять остановились лайки ставить. Только 200 поставили, 221 поставили. Все ставим лайки. Видите, нам уже 11 дизлайков поставили. А у нас всего 223 лайка. Так, это считайте билет на просмотр. Так, Мурат Мурза. Аслан, а как ты относишься к Ахмеду Закаеву? По мне он очень грамотный, интеллигентный человек. Или же я ошибаюсь? Мурат Мурзаев, вы не ошибаетесь. Раз ты уже на ты ко мне, я с тобой тоже на ты. Ты не ошибаешься. Ахмед Закаев очень грамотный, на самом деле, без преувеличения, очень грамотный политик, очень мудрый и очень интеллигентный, на самом деле, как ты пишешь, человек. И нам повезло, что вот те, кто остались живых по разным причинам, оказавшись здесь за границей, они сохранили наше государство. И этот флаг, который был оставлен Докой Умаровым, был поднят и дальше был поднят. И сейчас у нас есть все основания утверждать, что наше государство живо и будет жить. То, что идея независимости, наша борьба, она многовековая, и что она никогда не иссякнет, в этом я нисколько не сомневаюсь. Я абсолютно уверен в чеченцах. И то, что сегодня с нами произошло, с нами происходило еще ранее. Нас оставалось менее 100 тысяч человек, и мы все равно не отказались от этой идеи. Мы не отказались от слова «Маш Вогель», «Приходи свободным».
то, что в нашей культуре, и уходи свободным, марш вой, и многое-многое, и борьба за свободу, символ волк, и все остальное, все, что связано с свободой, и мы от этого не отказались, и я уверен, что после сегодняшних событий, после той последних двух вот этих кровавых войн, по факту одной большой войны, меняющиеся в формах, да, так называемой гибридной, принимавшей гибридной, от горячей, гибридной, партизанской, разные формы эта война принимала. И до сих пор эта война продолжается. Сегодня я считаю, что я тоже принимаю в этом участие. И мы бы в любом случае продолжили бы эту борьбу, и независимости, сохранилась бы Ичкерия, государство наше, или не сохранилось. Но юридическая сторона этого вопроса для нас очень важна, и мы всегда это требовали, требуем и будем требовать, вот этой нашей стороны, добиваться этого. Поэтому мы должны всячески поддерживать нашу государственность. Юридическая сторона вопроса в наше время, в 21 веке, она необходима. Вы не можете представлять свою страну, если вы там юридически не имеете всех составляющих государства. Поэтому, зная это, наши умные люди сохранили это, большая им благодарность за это. И Ахмед Закаев сегодня является нашим лидером, премьер-министром правительства Чеченской Республики Ичкерия в экзиле, что значит за рубежом или изгнании. Такое в многих странах происходило, ничего необычного в этом нет. Мы продолжим это, и нам абсолютно все равно, что по поводу нам будут говорить наши недруги и наши враги. Мы уже победили. Раз вы говорите, смотрите, и я не знаю ни одного чеченца, кто хотел бы жить с русскими, даже кадыровцев, которыми мне доводилось по разным причинам общаться и разговаривать. Нету ни одного человека, кто бы хотел быть с Россией. Это уже победа. На нашей территории, да, нету колонистов. Да, есть оккупационные войска. Но когда заходят оккупационные войска, как говорил Наполеон, завоевать штыками можно любой народ. Нельзя сидеть на штыках. После того, как заходит оккупационная армия, захватывает территорию, туда заселяются колонисты. Так вот, за огромный большой промежуток времени, 300-400 лет, нам потихонечку, медленно, но верно заселялись колонистами. В 1944-м было самое массовое заселение колонистами, когда всех нас выслали, устроили над нами геноцид под видом депортации. Так вот, сейчас на нашей территории нет колонистов, и никто не едет туда. Русских сейчас туда не заманишь никакими коврышками. Да, там есть, и я не против ни в коем случае, чтобы в нашей стране проживали русские, армяне, евреи, кто угодно, абсолютно без разницы. Любой человек в нашей стране должен быть защищен наравне с чеченцем, там, у которого там, 1000 лет там, есть свои там, места там, захоронений там, и так далее. Исконный чеченец имеет, с ним наравне имеет права любой житель нашей страны, гражданин нашей страны имеет равные права. Мы должны, конечно, это будем соблюдать. Но колонисты это не те, кто наши граждане. Да? Наши русские это наши русские. А колонисты это те, кто приходит и устанавливает там, свою власть, свою культуру, свои традиции. Их нет. И дело за малым, да, развалить Россию. На самом деле намного проще, чем многие думают. А если говорить более политкорректно, как некоторые любят, я не придерживаюсь политкорректности, потому что я никакой не политик, я не претендую абсолютно ни на что. У меня все отлично, мне ничего не нужно. Я правозащитник, я просто хочу донести до людей, сейчас в какой-то степени я журналист. Я хочу донести до людей то, что происходит с нашим народом. Самым ущемленным в правах народом в Европе, а возможно и в мире, если сейчас не считать уйгуров, которых в Китае то же самое очень сильно преследуют и очень сильно терроризируют. Но на сегодняшний день в Европе я могу смело сказать, что чеченцы самый ущемленный
на территории Европы. Не в самом Европейском Союзе, хотя в Европейском Союзе наши права с подачи бандитской, террористической России опять же ущемляются. Мы должны создавать гражданское общество, мы должны всячески понимать, что мы государство. Государство иметь это не просто привилегия или какой-то там большой почет там и гордиться есть чем. Это большая ответственность, это большой тяжелый труд, который мы должны делать каждый день до конца наших дней. И не только мы, и следующие поколения тоже. Как только мы перестаем защищать наше государство, как только мы перестаем защищать наши права, как гражданина, как в целом народа, у нас эти права лишаются. Вот такой суровый, жестокий мир. И мы видим, насколько он жесток, насколько он лицемер, обманчив, подал. Мы должны преследовать свои интересы. И мы будем их преследовать, что бы нам это ни стоило. Так, друзья, я перемотаю опять немножко. Как найти? Так, это не ко мне. Валера Кабанов. Путин развал Рашки делает лучше всех. Ну, как сказать, как сказать. Это не так уж и это. Сейчас его задача сохранить власть. А то, что русские будут голодать, ему абсолютно плевать. Виктор Ходак Соболевский. Американцы хорошо ведут антироссийскую пропаганду. Войны внутри России, Российской Федерации хотят. Ну, я с вами вот не согласен, Виктор. Вот в корне просто не согласен. Потому что я не считаю, что американцы хорошо ведут антироссийскую пропаганду. Я считаю, что на некоторых американских каналах русскоязычной редакции сидят агенты влияния или там агенты КГБ, путинской вот этой бандитской России. И знаете, можно кичиться, что вот вы такой весь демократ, можно там очень сильно говорить, что вы за права человека, за верховенство права и так далее. Но в нужный момент, вот там 10% дегтя, лжи, которые подмешают в эту правду, очень сильно все изменят. Поэтому, конечно же, недостаточно делает. И, конечно же, и санкции недостаточны. Но американцы преследуют свои интересы, свои национальные интересы, а мы преследуем свои интересы. И мы дружим со всеми, любим, уважаем, дружим и со всеми мы союзниками, кто нам в этом готов помогать. Мы готовы отвечать тем же. Борис Борисов. В правительстве Закаева есть контрразведка по выявлению предателей? Я не знаю, есть ли контрразведка. Я знаю, что нам не хватает кадров, квалифицированных кадров, в том числе правительству Закаева. Это печальная правда. Работа ведется недостаточно, скажем так. Андрей Александрович, я из России смотрел видео, как украинскую армию под Иловайском взяли кольцо, окружили. Но в этом конфликте я полностью за Украину. Андрей Александрович, ваша страна оккупировала Украину, часть Украины и убила уже 13 тысяч ее граждан. При этом вы называли, и сейчас некоторые язык поворачивают, называть их братьями. Это подлая, жестокая вот, история вашего вот этого недоцарька Путина войдет в правление, время правления войдет как самое подлое и ничтожное вот, время правителя. Самое гнилое. Хотя, возможно, у вас там большинство таких. Ёкарный бабай. Аслан, почему у тебя нет платных сообщений, которые на экране показываются? Да уж, не умеешь ты зарабатывать деньги, как некоторые польские блогеры, которые новые айфоны покупают на донаты. Ну, это есть такая, я это много раз говорил, Ёкарный бабай, я об этом, это одна из причин, почему у меня нет вот этого Donat Alerts.ru называется. Вот эта услуга, эта платежная система, она раньше была американской, ее выкупили русские, и она сейчас успешно работает на российскую страну. Все, кто посылает донаты через Donat Alerts.ru,
эти люди фиксируются. Они оставляют свои данные на российской платежной системе. Соответственно, у меня был выбор сделать это, но так как мой контент предполагает, что сюда люди будут писать не очень довольные российской властью, в том числе и русские мне сюда пишут, которые недовольны. И чтобы никого не подставлять, я просто-напросто отказался от этой услуги. Здесь для того, чтобы написать вопрос, например, есть такая услуга суперчат. Если кто-то хочет сильно задать вопрос, и я его не вижу, пропускаю, по каким-то причинам перелистываю, можно прислать там минимально 1 евро, и он большим там разных цветов высвечивается, и видно, что вот человек вам прислал. Поэтому я вот от Donat Alice отказался, и поэтому у меня вот на экран не выводится. Потому что в суперчате нет такой услуги, что как выводится, как на Donat Alice, да, выводится. Но это КГБшная услуга, я ее не пользуюсь. Ингбой Дикадик. Ассаламу алейкум, аса. Очень жаль, что такие подонки сейчас у руля. Надеюсь, скорое время подойдет к концу, и они получат возмездие уже в этой жизни. Ва алейкум салам, Ингбой. Да, я тоже на это надеюсь, но я знаю, что если не воздать по заслугам, само ничего в этом мире не происходит. Али Муахид, Ичкери, Халх Санхил есть, он бабиесча, бабеш эл диесча, вистхудж. Совершенно верно, совершенно верно. Одной войной мы не победим. Одной войной в военном плане мы уступаем, да, без преувеличения, да, в сотни и в 1000 раз мы уступаем вот этой бандитской России. В бандитскую Россию боятся многие страны даже связываться, да. Как сейчас в Дубае встречали, и потом в Саудовской Аравии встречали международного террориста, убийцу, человека, военного преступника, человека, устроившего геноцид над мусульманами Кавказа, над гражданами Чеченской Республики Ичкерия. И в Дубае, в Эмиратах встречают как дорогого гостя, там самолеты летят там с российским флагом. Позор, позор Арабским Эмиратам, позор Саудовской Аравии. Позор вам, позор вашим жителям, позор, вам всем позор. Аслан Керимов, нет Ичкерии, нет чеченцев. Совершенно верно. Ну нет, чеченцы-то будут в любом случае. Но Ичкерию мы сохранили, вернее наши сохранили и Далмула. Все. Все самое тяжелое позади. Теперь только на взлет, да, как это говорится. Пристегнитесь, мы взлетаем. Так. Так, Дин Винчестер. Ассаламу алейкум, Аслан. Аслан, я, наверное, не первый, не последний, кто спросит тебя, но я не спросить не могу. Аслан, зачем Коран слил ислама? Ва алейкум салам, Дин Винчестер. Слил, потому что ислам был одним из заговорщиков против Кадырова. Более того, да, тоже немаловажный момент, который я упустил, когда сейчас говорил об этой теме. Ранее Ислам Кадыров был заподозрен в попытке покушения на Кадырова. Помните, был такой, его там отстраняли от какой-то должности. Было такое. Так. Артишок Сталкер. Как найти? Нет, не смогу. Это не ко мне. Мартира Карл. В США есть пророссийское лобби. Так же, как в Европе, вливаются огромные миллиарды. Но США это государство, которое может посадить даже президента. Шутки могут обернуться неприятностями. Да, конечно, я верю в систему, которая есть в США. Я знаю, что она выстоит, но я верю, что она выстоит, что США не скатится ни к какой диктатуре, и все там наладится. Это очень устойчивая система. И также я считаю, что и в Европе тоже выстоит, потому что здесь нет того
народа, который жил в то время, когда к власти пришли правые там во главе с нацистом, Гитлером. Я в это, ну, хотелось бы очень верить, да, я, ну, как бы, хотелось бы верить. Так, лунный свет. С чеченцев Кремль специально хотел сделать террористов, чтобы расчеловечить и получить индульгенцию на уничтожение сопротивления чеченского народа. Да, совершенно верно, лунный свет. Так он и сделал, так они и поступили. Дмитрий Петров, как считаете, кафир – это оскорбление всех, кто считается не мусульманами со стороны ислама? Дмитрий Петров, я вот не могу сказать, как к этому относиться, я просто не знаю точной формулировки, ну, как бы я слышал, что это является неверный, значит, не мусульманин, да, ну, как бы мусульмане, как и христиане, как и иудеи считают, что они на верном пути. И тот, кто не исповедует их религию, они считают, что они неверные, они неверно исповедуют эту религию, значит. И вот, я так понимаю, кафир, это значит, вот, он не исповедует религию так, как ты ее, неверно ее исповедует. Может быть так. Я не знаю, оскорбительно это для кого-то или нет. Но если мне, например, христианин скажет, там, ты там неверно исповедуешь религию, ты неверный, наверное, меня это заденет, да, как человека, который считает, что я верно исповедую свою религию. Но не знаю. Я просто могу ошибаться в этой терминологии, я просто пытаюсь не залазить туда, в чем не разбираюсь. Вот Харлам Варлам отвечает, кафир не оскорбление, а определение. Йока Добывай, Аслан, вы помогаете чеченцам, у которых проблемы с получением статуса беженца в Германии. Я пытаюсь помочь, но в силу того своих скромных возможностей, у меня это далеко не все удается, конечно же, я пытаюсь помочь всем, кому могу. Но пока не имея достаточного ресурса для этого, приходится обходиться там малой помощью. Кинг Шульц, Аслан, что нужно? Так, Ичкерия Лайф напоминает, делитесь видео, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Кинг Шульц, Аслан, что нужно, чтобы стать соратником Закаева? Ну, я не знаю, соратник. Соратник, тот, кто единомышленник, тот, кто занимается тем, и одинаково, да, из этого слова уже исходит, тем, кто мыслит одинаково, да, единое у них мышление. Соратник это, наверное, уже близкий такой, более такое определение, более близкое определение, чем просто единомышленник. Ну что нужно для этого? Нужно работать, нужно доносить правду. Знаете, сейчас воевать очень легко. Сейчас освобождать свою родину очень легко. Достаточно включить компьютер и рассказать то, что вы знаете. И не надо в окопах сидеть. Можно быть в пиджаке. Иногда можно одевать галстук. И очень хорошо доносить правду. Свобода слова – это основной принцип демократии. И если мы верим в то, что здесь есть свобода слова, я верю, что есть здесь демократия, что есть свобода слова, и мои права защищены. Я говорю то, что говорю, и то, что мне разрешается говорить. Мне разрешается говорить все, что не касается лжи и преступлений, которые я там на людей могу наговорить. Ну, грубо говоря, можно говорить все, кроме лжи, кроме клеветы. И все. Если кто-то со мной не согласен, я тут некоторых людей обвиняю в терроризме, например, Альфреда Коха, который здесь в Германии проживает, я называю бандитом, преступником, мерзавцем. И он грозился, что он на меня подаст в суд. До сих пор почему-то не подал. Я мечтаю, чтобы бандит, мегавор, преступник Ходорковский подал на меня в суд. Также я хотел бы, чтобы на меня подал в суд Лужков, мегавор и бандит и соучастник геноцида Чеченской Республики Ичкерия против граждан Чеченской Республики Ичкерия. Ну, молчат. Также, конечно же, я хотел бы, чтобы Путин на меня подал в суд, или администрация президента, или администрация Кадырова, или кто-нибудь, ну подайте на меня в суд. Подайте за то, что я
вас обвиняю в чем-то, что я вас называю террористами, что я вас называю убийцами, что вас называю преступниками, но они не подадут в суд. Знаете почему? Потому что как только они на меня подадут в суд, и я начну это доказывать, я им принесу тонны просто материала, где это будет задокументировано и будет решение суда по этому поводу. И я готов. Готовы ли вы? Поэтому, чтобы быть соратниками Закаева, Закаев это всего лишь один человек. Сама идея, Закаев может быть плохим, хорошим, это другое дело. Сама идея важна. Мы должны доносить правду, мы должны не останавливаться, мы не должны быть молчаливыми, послушными такими статистами в судьбе нашего народа. Мы слишком много заплатили, чтобы каким-то ублюдкам, каким-то мерзавцам позволить вот так нагло лгать, и мы при этом молчали бы. Никогда в жизни. Я с этим не согласен. Так, мы уже 1,5 часа говорим, я не успел сказать кое-чего еще, потому что это тоже была интересная тема, я ее, наверное, оставлю на следующий раз. Отвечу сейчас на пару вопросов и на этом закруглюсь. Да? Так, Аслан, какое у тебя мнение про Навального? Кинг Шульц говорит. Кинг Шульц, я об этом говорил, у меня отдельно есть даже ролик по этому поводу, можете посмотреть, если кому интересно. Навальный это имитатор деятельности, это поп-гапон, это симулятор, это искусственно созданный проект ФСБ и администрации президента. И иногда поругивая Путина, конкретно на него не наезжая, причем такой посыл поступает, что вот мы даем гарантию Путину, что вот да, в случае его отставки мы его оставим в живых, там, не посадим и так далее. Так вот, это симулятор, это искусственно, так разрешается делать, иногда поругать там Путина, чтобы выявить пассионариев, русских пассионариев, которые, поверив Навальному, идут за ним. Но слава богу, даже русские уже начали понимать и от Навального отворачиваются. Но, конечно же, у Навального слишком много влито денег, много задействовано ресурса, поэтому как бы все просто так не исчезнет. Ну, надо понимать, что Навальный это мерзавец, исламофоб, чеченофоб и просто нехороший человек. Мансур Борт, Аслан, какие действия проводятся про тех предателей, которые работали во властных структурах и силовых структурах, которые перебрались в Европу, выставляя себя беженцами? На территории стран, где мы находимся, мы можем проводить только одну работу. Это сотрудничество с местными властями. Вот все, что мы можем. Если у вас есть информация, сообщайте ее. Какая работа проводится, об этом вам никто не скажет. Так. Павел Павлович, Аслан, почему Ислама Кадырова не замочил по-тихому и не вынося ссор из избы? Но, знаете, у Ислама Кадырова есть заслуги перед этой бандитской властью, и у него есть свои кураторы. Можно убить меня, можно убить там другого простого чеченца, но когда есть там за ним кураторы, то это какие-то юридические последствия несет. Даже вот того же мэра Аргуна, он не мэр бывшей столицы, так называемый, все, да, все в кавычках я всегда говорю. Даже, говорят, его сейчас забили до смерти, но надо как-то это сейчас сгладить, и теперь на родственников, вот, которые там были похоронены на его территории. Я об этом говорил в своем видео. Господа, мы уже очень долго говорим. Я на этом сегодня закончу. С горечью, с досадой, еще бы с удовольствием поговорил, но некоторым надоедает очень долго смотреть, поэтому будем делать короче ролики.
и все будет хорошо. Победа будет за нами, да, Аллах. Все, всем всего хорошего, ассаламу алейкум, всем спокойной ночи, до свидания.